Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Почему увеличено время ограничений на подачу электроэнергии и как долго продлится новый график? Легенда Абхазского театра Виолетта Манн принимает поздравления с днем рождения. В селе Бабушара готовится к открытию завода по производству бутилированной воды, которую будут поставлять не только на местные, но и международные рынки. В ходе рабочего визита в Россию президент Абхазии Аслан Бжаня сделал запись в книге соболезнования в МИД Российской Федерации в связи с терактом в Крокус-Сити. Книга для соболезнования была открыта во вторник в здании министерства, записи в которой продолжают оставлять главы государств, дипломатических миссий иностранных государств в России. Аслан Бжаня пригласил пострадавших в теракте детей в Абхазию. Президент считает, что терроризм является инструментом в руках недружественных государств. Об этом он заявил журналистам после того, как оставил запись в книге соболезнования в память о жертвах теракта в Крокусе. Аслан Бжаня выразил поддержку всем пострадавшим и членам их семей. Президент Абхазии выразил надежду на то, что подобное не повторится. Запись в книге соболезнования в связи с трагическими событиями 22 марта, открытая в Министерстве иностранных дел России, также ставил посол Абхазии в Российской Федерации Алхаз Кайценя. Печальная весть. На 96-м году ушел из жизни профессор, академик, доктор филологических наук, кавалер ордена Ахтябша первой степени Шота Арста. Арста был первым президентом Академии наук Абхазии и первым абхазским ученым, которому присвоили золотую медаль Академии наук Абхазии. Соболезнования в связи со смертью Шоты Арста выразил президент Аслан Бжаня. Шота Константинович, будучи первым абхазским ученым, удостоенным золотой медали Академии наук Абхазии, оставил неизгладимый след в абхазской науке. Он был примером мудрости и преданности своему народу. Его уход из жизни – невосполнимая утрата для всего научного сообщества нашей страны, говорится в соболезновании главы государства. Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Абхазского государственного университета выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Шоты Арста. Шота Константинович работал в ВУЗе с 1958 года. Долгие годы возглавлял филологический факультет. Воспитал целую пляду профессиональных кадров. Под его началом многие защитили кандидатские и докторские диссертации. Шота Арста является автором многих фундаментальных работ, в том числе нескольких монографий, автором и соавтором учебников и учебных пособий по абхазскому языку для абхазских школ и вузов. Трудно переоценить его вклад в подготовку национальных кадров, в становлении и развитии отечественной науки, говорится в соболезновании. Соболезнования родным и близким Шоты Арста также выразили дирекция и коллектив Абхазского института гуманитарных исследований. В связи с кончиной Шоты Арста создана Государственная комиссия по организации похорон под председательством президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа. 28 марта в 13 часов состоится прощальный митинг в Доме учителя в Сухуме. Похороны 29 марта в селе Отхара Гудаутского района.
В Генеральной прокуратуре торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии Артура Читанава. Старший советник юстиции Артур Читанава, являясь заместителем командира 2-го резервного батальона 2-го полка, 24 сентября 1993 года при очередном штурме Сухумской горы, удерживаемой противником, повел за собой батальон из 45 человек. Храбро сражаясь за родину, он погиб 25 сентября 1993 года. Удостоен высшей военной награды звания Герой Абхазии. 26 марта Черноморэнерго ввело по всей республике новый график верных отключений. Теперь жителям Абхазии будут отключать электричество по 3 часа в сутки на 2 часа. Почему принято такое решение и как долго продлится график, в репортаже Рады Чачава. Увеличение часов ограничений подачи электричества коснулось всех жителей Абхазии. Теперь света не будет по 6 часов в сутки, дважды в течение светового дня и ночью. Конечно, подобные изменения в графике веерных отключений негативно сказываются на жизни каждого человека. Связаны эти вынужденные меры, по словам Тимура Джинджолия, гендиректора Черноморэнерго, с низким уровнем воды в Джварском водохранилище и завершением поставки социального перетока из Российской Федерации. В связи с затянувшимся потеплением и с низким уровнем воды приток остается на критически низком уровне. Уровень водохранилища очень низкий. Переток из Российской Федерации, который был социальный пакет, сами знаете, что завершился. Тот коммерческий, на который хватало еще, были какие-то средства, мы его в выходные не использовали. И на сегодняшний день по прогнозам буквально 3-4 дня ожидается какое-то потепление, и я думаю, мы перейдем на более легкий график электроснабжения в нашей республике. Критически низкий уровень в Джварском водохранилище связан с затянувшимся приходом весны. Как отметил Тимур Джинджолия, при минусовых температурах уровень воды остается недостаточным для генерации электроэнергии. Если сегодняшние наши цифры говорят о 60 метрах в секунду в притоке, для того, чтобы мы вышли на нормальное электроснабжение, приток должен составлять порядка 100-120 метров в секунду в Джварском водохранилище. На сегодняшний день люди видят, что идут дожди, но буквально вчерашняя информация, 8-10 градусов мороза сегодня на территории Джварского водохранилища. При такой температуре, естественно, о таянии речи быть не может. Ждем потепления. По словам Тимура Джинджолия, введенные ограничения сохранятся лишь на некоторое, весьма короткое время. Предварительно мы располагаем там 3-4 дня, может быть неделя, может быть, но думаем раньше. Понимаем, что это тяжело в таком графике. Много неудобств. Это связано и с водой, и с лифтами, и вообще с жизнью в Абхазии. Но, тем не менее, это максимально, что мы могли сделать. В социальных сетях относительно упомянутого уровня воды в Джварском водохранилище часто ведутся активные споры. Как рассказал Тимур Джинджолия, все зависит от погодных условий. С учетом того, что там, как я ранее сказал, сегодня температура там 8-10 градусов минус. Все осадки там выпадают в виде снега. Да. То, что здесь выпадает в виде дождя, там выпадает в виде снега. Естественно, до таяния снегов дебита воды не добавится в водохранилище. С конца января Абхазия получала социальный переток электричества из Российской Федерации. На данный момент переток завершен, и республика полностью обеспечивается собственной генерацией и той электроэнергией, которую удалось закупить у России. Что касается летнего периода, то, по словам Тимура Джинджолия, проблем в эту пору не ожидается. Так же, как отметили в Черноморэнерго, статистика оплаты электричества физлицами увеличилась в среднем на 3-4%. Но эти показатели все еще недостаточны для республики. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Народной артистке Абхазии, кавалеру орденов Ахтзепша 2-3 степени Виолетте Ман исполнилось 85 лет.
Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр поздравила известную артистку с юбилеем. Пожелала ей долгих лет жизни и продолжения творческой деятельности на радость поклонникам. Со своей стороны Виолетта Ман поблагодарила министра за теплые поздравления и внимание, оказанное ей. Генеральный директор Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанбал Алхас Чулуку, а также присоединился к поздравлениям. Он подчеркнул, что Виолетта Ман внесла неоценимый вклад в культурную жизнь страны и всегда будет являться примером для молодого поколения. 29 марта в честь юбилея артистки и зрителям будет показан спектакль «Он и она» по произведению Дмитрия Гуля с участием самой Виолетты Ман. Это был Динар. 304 административных правонарушений, из которых 19 фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии выявлено в республике в ходе усиленного рейда 25 марта. Детали в материале пресс-службы ведомства. МВД Абхазии усиливает меры обеспечения правопорядка и дорожной безопасности в стране. По указанию министра внутренних дел Роберта Кюц 25 марта по всей республике сотрудниками подразделений госавтоинспекции Министерства внутренних дел при силовой поддержке оперативных служб ведомства проводятся усиленные рейды, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения и обеспечение правопорядка в целом. Ответственный от руководства за проводимые мероприятия заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа. Личному составу поставлены задачи по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений. В частности, выявлению лиц, управляющих автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, а также водителей, передвигающихся на автомобилях без государственных регистрационных знаков с нарушением норм светопропускаемости стекол. Оперативные службы особо ориентированы на установление и задержание разыскиваемых лиц, выявление фактов незаконного хранения огнестрельного оружия и иных запрещенных предметов и веществ. На период 23 часов вечера 25 марта сотрудниками Центрального аппарата МВД совместно со спецротой управления госавтоинспекции подразделений ГАИ районных отделов внутренних дел было выявлено 123 административных правонарушений в области дорожной безопасности, из которых 12 фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Сегодня проводятся рейдовые мероприятия по районам. Сегодня проводились мероприятия в Чемчирском, Белорусском, Гагерском, Гудовском районах. Основной целью является выявление водителей в нетрезвом состоянии, также основных злостных нарушений или правил дорожного движения. В целом по республике в результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий выявлено 304 факта нарушений правил дорожного движения, по которым составлены административные протоколы. С 33 автомобилей на месте сняты пленки, превышающие норм тонирования автостекол. 19 водителей отстранены от управления автотранспортными средствами и привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Автомобили помещены на служебные стоянки городских управлений и районных отделов внутренних дел. Усиленные рейдовые мероприятия проводятся системно методом ротации подразделений территориальных органов внутренних дел ежесуточно с 17 часов и до особого распоряжения. Из-за сильного ливня утром 26 марта частично подтопило республиканскую трассу в Гагерском районе. Это затруднило движение транспорта. Были единичные случаи падения деревьев, которые оперативно убрали. Никто не пострадал. Половина населения столицы встретила это утро без воды. Причина повреждения заводской трубы на улице Бейгуа. Рабочие приняли экстренные меры по устранению аварии. Какие работы проводятся и как скоро будет возобновлено водоснабжение, узнавала Ульяна Рожкова.
На улице Бейгуа проложена основная водонапорная труба, откуда вода поступает во многие районы столицы. 25 марта жители улицы сообщили в водоканал, что их дома подверглись затоплению. Как рассказал главный инженер Сухумского водоканала Мираб Анкваб, причиной стало повреждение заводского тройника. Специалисты сразу же приняли меры по устранению аварии. Была перекрыта насосная станция. Рабочим предстоит провести ряд работ по устранению поломки и возобновлению подачи водоснабжения. Предстоят сейчас, надо будет отрезать трубу, вытащить этот тройник, ставить новый тройник. Это электромуфты, ну здесь много чего, которое нужно вот здесь вот. Ну, мы будем стараться, конечно, чтобы в течение, здесь и погода вот такая вот, и надо будет какую-то палатку, чтобы там же, ну, здесь же такая вот технология, что ни дождь, ни вода, ни капли воды не должно быть при производстве этих работ, пайки этих работ. Вот, и поэтому, ну, конечно, будем стараться. Как сообщает столичный водоканал, без водоснабжения остались улицы Бейгуа, Почтовая, Заречная, Станционная, Деповская, Семирджиева, Аланская, Гочо и Войнахская, а также район рынка. Все эти улицы относятся к насосной станции номер 2, которая расположена на Гуместе. Также в связи с веерными отключениями и введением нового графика в часы отключения будет прекращена и подача воды. Все ремонтно-восстановительные работы на улице Бейгуа планируют завершить в течение дня. Ульяна Рожкова, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Уже в начале апреля в селе Бабушар откроется завод по производству бутилированной воды, которую будут поставлять не только на местные, но и международные рынки. Ведь ее вкус и качество высоко оценили профессионалы лучших лабораторий мира. Гугуца Варданя расскажет подробности. Абхазия по запасам и качеству питьевой воды занимает одно из ведущих мест в мире. Это подтверждают международные эксперты. Например, анализ вод Кадора показал, что она не только чистая, но и обладает целебными свойствами. Поэтому уже совсем скоро в селе Бабышира Гулрыбского района откроется модульный завод по производству бутилированной воды. Вода будет поступать у нас на территории. Мы пробурили скважины. Вот там скважины. 3 скважины на первом этапе и еще 2 будем бурить. Уже поглубже до Артезианской дойти хотим, чтобы посмотреть, какого уровня вода на глубине там, от 100 метров. Уникальность этого предприятия в том, что это подрусловая вода Кадора. Это является очень качественной водой. Вот, все исследования сегодняшние, которые проводились на данной территории и подземные хранилища воды, значит, показали очень хорошие результаты. Вот, даже многие европейские специалисты, которые видели эти отчеты, были очень удивлены. Поэтому было принято решение по строительству данного предприятия. Расположится объект на правобережной части Кадора. Проект представляет собой комплекс из 5 заводов с собственным складом и логистическим центром. Предусматривается 4 скважины, 3 из которых для производственных модулей, 2 рабочие, 1 резервная и 4 для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Один из заводов комплекса уже построен и готов к установке оборудования, доставленного из Турции. У нас подведены уже наружные сети, линии. Сделано, в общем-то, где-то 40% от всего объема строительного по всей площадке. Мы продолжаем и думаем, что в течение года мы закончим данное предприятие. Планируется выпускать воду от 0,33 бутылки до 20-литровых бутылок. Вот. Стекло собираемся. Еще у нас есть в планах сделать производство именно преформ. То есть это заготовка бутылки, заготовка бутылок. Вот. Если мы сможем сделать это, то, я думаю, и нам, и многим в Абхазии будет легче
с приобретением сырья именно. Объект планирует выпускать 1143 паллета готовой продукции ежедневно. Строительство осуществляется с соблюдением строгих стандартов, включая двойной контроль качества строительных материалов и инертных веществ. Работа ведется в тесном сотрудничестве с госстандартом Абхазии. На экспертизу материалы вывозятся в Сочи, потому что в республике еще нет лабораторий по проверке качества стройматериалов. Есть промежуток времени, за который, допустим, те же инертные материалы должны быть подвергнуты исследованиям. В направлении того, что мы знаем, что госстандарт Республики Абхазия ведет работу по созданию данной лаборатории, ведет переговоры непосредственно с Росстандартом и Минстроем России. Вот, поэтому надеемся, что в короткие сроки это будет осуществлено. Инвестиции в проект, исходящие преимущественно из России, способствуют развитию местной экономики, созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры, отмечают специалисты. На предприятии более 200 рабочих мест, в основном местные жители, а инертный материал – бетон, щебень, песок – приобретен в Абхазии. Инвестиции из-за рубежа помогают запускать институт строительства в стране. То есть все равно мы берем те материалы, которые здесь. То есть это поддержка тоже финансирование бизнеса, то есть мелкого, малого предпринимательства. То есть это и дерево, это и те, кто продает здесь ламинированную фанеру. Даже если она произведена в Российской Федерации, мы ее берем в Абхазии. Инвестиции всегда пугают людей. То есть это ощущение, что кто-то извне хочет вас купить. На самом деле это не является действительностью. По причине того, что это направление всего мира. Все страны борются за инвестиции. Есть промышленные инвестиции, гражданские инвестиции, в инфраструктуру инвестиции и так далее. Да? Поэтому, это помогает запускать экономику, потому что инвестиции помогают возводить здания, сооружения. Да? Будут инвестиции, будут налоги, будут рабочие места. По словам генерального директора завода Алхаса Каджая, воду будут поставлять не только на местные и российские рынки, но и в другие страны. Мы уже вели переговоры с африканскими странами, вот, в частности Джибути. У нас Алжир намерен покупать воду. Есть договоренности с Вьетнамом. Да. Есть, если мы сможем наладить, не если, да, а когда мы сможем наладить логистику через наше море, то нам будет очень перспективно и легко. На первом этапе вода называется, вот первый заказ этикеток, что мы сделали, это живая вода, pH 7,5. То есть мы решили сделать так, чтобы pH, содержание в воде, чтобы было в названий. Объект включает в себя и административно-бытовой корпус, на первом этаже которого расположится вестибюль, столовая и лаборатория в отдельном крыле здания. Также предусмотрена большая автостоянка и дизельная генеральная электростанция с резервуарами хранения топлива. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 27 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и в первой половине дня дождь, туман, днем без осадков, в горах снег. Температура воздуха ночью +1,6, днем +7,12. Температура морской воды +11 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире.